Единство Осетии, сохранение родного языка и традиций, создание мощной нации. Эти вопросы обсуждались на 8-м Всемирном съезде осетин. К своему народу обратились глава Северной Осетии Теймураз Мамсуров и президент Братской Республики Леонид Тебилов. Они отметили, необходимо прекратить делить осетин на иронцев, кударцев, дегорцев и чесанцев. Экс-президент Южной Осетии Эдуард Кокойты согласился с руководителем нашей республики, особо поблагодарил за поддержку в 2008 году. Он также опроверг информацию о возможном вхождении Братской Республики в состав России и высказался категорически против этого. Сегодня такие реалии, когда наш народ своим мужеством, героизмом, стойкостью, своей решительностью добился своей государственности, так будьте добры сегодня укреплять эту государственность, а не расписываться в своем бессилии. Я так думаю, большая часть осетинского народа меня поймет, и большая часть народа России меня поймет в этом отношении. Мы с Россией, мы всегда будем в России. Мы всегда будем одним из самых надежных форпостов русского мира. Это никакой ревизии не подлежит. Однако с экс-президентом не согласился спикер парламента Анатолий Бибилов. Он подчеркнул, что осетины должны быть едины не только на словах. Нужно подкреплять эти действия и документами. По словам Бибилова, вся Южная Осетия стремится к воссоединению с Россией. Всего во Владикавказ приехали 415 делегатов со всего мира, в том числе и из Франции. Могу сказать совершенно откровенно, что, находясь далеко от родины своей, я горжусь тем, что я родом из Осетии, и эту гордость мне дают именно те люди, которых я встречаю здесь. Я вижу, что у нас умнейшие люди, у нас совершенно великолепный потенциал для всего. Все участники съезда отмечают важность подобных встреч. Они помогают осетинам со всего мира сохранять связь с родиной, дают толчок к сохранению давних традиций и культуры. Елена Черенкова, Яна Гагиева, Феликс Макиев, Осетия ТВ.